Все казахстанцы с гордостью могут назвать имена чемпионов, чьи достижения позволили нашей стране заявить о себе на мировой спортивной арене. За годы независимости Казахстана они принесли немало побед, которые отложились в народной памяти. Александр Винокуров – казахстанский профессиональный велогонщик, победитель Вуэльты Испании 2006 и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. С 2013 года генеральный менеджер велокоманды Астана Про Тим. Александр Винокуров родился 16 сентября 1973 года в поселке Бишкуль Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. С детства увлекался велосипедом. Окончил факультет физической культуры Северо-Казахстанского государственного университета имени Ушинского, преподаватель физической культуры. С 1996 года член национальной сборной Казахстана по велоспорту. Я уже испробовал там, наверное, и баскетбол, и борьбу даже ходил. Но все как-то не складывалось, и тут пришел тренер Сергей Иванович Кручинок, он наш класс. Сказал, вот открывается секция велоспорта. Интересно было, технический вид, спросили, велосипеды дадут. Обещали, что дадут. 28 февраля 1984 года я начал заниматься. Первым по-настоящему ярким годом в карьере Винокурова стал 2003 год. Тогда он второй раз подряд выиграл гонку Париж-Ницца. 40 дней спустя Винокуров одержал победу на однодневной гонке Amstel Gold Race. В том же году он выиграл Тур Швейцарии и один этап на Тур де Франс, закончив эту гонку на третьем месте вслед за Лэнсом Армстронгом и Яном Ульрихом. Хотя Александр раньше не считался претендентом на победу в гранд-турах, этот результат показал, что он является настоящей грозой для более именитых соперников. В 2014 году Александр Винокуров представил в Алматы спортивные велосипеды, которые выпускаются под его собственным брендом. Велосипеды марки Вина производятся в Тайване, где их заказывают ведущие мировые производители. Окончательная сборка происходит в Казахстане. На сегодняшний день это раскрученный бренд, узнаваемый как в Казахстане, так и за его пределами. Этим проектом Александр Винокуров вместе со своими коллегами занимался в течение 2 лет. Линейка отечественного бренда Вина представлена шоссейными, горными велосипедами и велосипедами для пересеченной местности. Также сейчас в линейку вошел новый велосипед, предназначенный для девушек – Vina 100 Woman. Кроме этого, предлагается лимитированная серия моделей Vina for Bentley Club, созданная совместно с автомобильным концерном Bentley. Это шоссейные велосипеды, выполненные в черном цвете. В дизайне велосипедов прослеживаются элементы казахских орнаментов, а некоторые модели раскрашены в цвета казахстанского флага. Оформлением, как и инженерными работами проекта Вина, занимались отечественные эксперты совместно с зарубежными коллегами. Одним из значимых экспонатов нашего центра является подарок Александра Винокурова – его личный велосипед Vina RD100. Модель, предназначенная в первую очередь для юных гонщиков. Оборудование Shimano Tiagra, сварная рама из алюминия, вилка карбоновая. Здесь для производителя главная задача сделать рабочий инструмент спортсмена, а не муляж велосипеда. Комплектующие для велосипедов Vina – тормозная система, карбоновая рама с карбоновой вилкой, навесное оборудование, колеса, руль изготавливаются известными производителями Shimano, FCA, Specialized Vision. Сборка полностью производится в Алматы. Это позволяет гарантировать качество и при необходимости вовремя проводить ремонтные работы. Стоит отметить, что профессиональный шоссейный велосипед Vina ATM уже получил аккредитацию Международного союза велосипедистов. Это предусматривает допуск спортсменов на велосипедах отечественной марки к выступлениям на самых престижных шоссейных велогонках, проводимых под эгидой Союза. По словам спортсмена, основная идея и цель байков Vina – дать казахстанцам хороший продукт по доступной цене, чтобы тем самым привлечь их к активному образу жизни. Спортсмен не исключает, что в будущем команда Астана может пересесть на Vina.
Отметим, что сам Александр Винокуров уже опробовал вина на велопробеге, прошедшем 20 июня в Алматы в честь поддержки заявки на проведение Олимпиады 2022 в Казахстане.